مسألة ثانية. هل نقول شيخ أحسن الله عليك يعني ينظر هذا نقول يا أيها المتوقف أيها العاذر الآن يعني نحن نمشي معك نقول هذا الذي وقع في الشرك الأكبر هل هو ممن عاش في بادية بعيدة أو حديث عهد الإسلام أو يعيش بين المسلمين؟ يعني هل يعامل في كلا الحالتين أو في تلك الحالتين نفس المعاملة؟ لا يختلف. لو وقع شخص الشرك الأكبر في بلاد المسلمين والقرآن يتلى ويسمعه هذا الحجة قائمة عليه. خلاص. ما في إشكال. لا يجوز. يشرك بالله هذا ما يتوقف فيه. والذي يتوقف في تكفيره؟ نقول أنت كافر مثله. أعوذ. سلام. لأن هذا الأمر مجمع عليه الآن. مثل لو قال واحد شرب الخمر بلاد المسلمين ولم يكفر. نقول جاهل. نقول هذا ما في جهل. هذه مسألة معلومة الدين بالضرورة. ومن لم يكفر فهو كافر. Альхамдулиллах, что изо дня в день слова ученых Ахлю Сунны становятся все ясными, и ученые начинают понимать положение уммы. Вот, пожалуйста, я же говорил, что есть другие слова шейха Фулейджа, и также сказал, что слова шейха Фулейджа со стороны с точки зрения исследования. У него очень сильный мазхаб. Мазхаб Фулейджа подобен мазхабу Умара Аль-Хазими, Ахмада Умара Аль-Хазими. Сильные слова. Тут задают вопрос Фулейджу, что мы тут с тобой. Давай рассмотрим этот вопрос. Тот, кто живет в пустыне и сделает ширк, или новообращенный в ислам сделал ширк, и ты, если остановился в такфире такого, то это один вопрос. Но мушрики, которые живут среди мусульман, и тут ты остановился в такфире мушрика, не сказал, что он мушрик, и после задает вопрос, спрашивающий шейху, что шейх, в обеих этих случаях у азира одно положение, то есть азир, который оправдывает мушриков, которые живут среди мусульман. И сегодня есть Коран среди них, есть Сунна, есть все. Но несмотря на это, он является мушриком. И приходит азир и оправдывает этого мушрика. И также есть другой азир, который не оправдывает таких мушриков, но оправдывает новообращенных в ислам, или же тех, кто живет в пустыне, и так далее. Разве положение обеих этих азиров одинаковы? Шейх Фулейдж говорит нет. Смотрите, говорит, азир не оправдывается в основе. Азир, который оправдывает мушриков, которые среди мусульман и называют себя мусульманами, до них дошел Коран. Но шейх коротко говорит, что живет в стране мусульман. Говоря в стране мусульман, шейх имеет в виду, что среди мусульман, где есть Коран, и сунна дошла до него. И далее шейх разъясняет это в своем разговоре. Говорит, дошел до них Коран. Говорит, ютля аль-Коран. Днем и ночью читается Коран вокруг него. Есть переводы Корана. Например, тем, кто не является арабом, сам читает Коран днем и ночью и является хафизом Корана, но делает ширк. И приходит азир и не вносит ему такфир. То шейх Фулейдж говорит, такой азир является кафиром. Почему? Потому что худжа была установлена над мушриком. А азир что сделал? Остановился в такфире. Так мы разъяснили чуть ранее. То есть азиры, которые сегодня, будь они учеными, будь студентами, будь они джахилями, останавливаются над мушриками, могилопоклонниками, которые находятся в Мисре, и могилопоклонники, которые в Афганистане, в Пакистане, в Индии, или могилопоклонники, которые в Таджикистане, то они все читают Коран. Они не являются где-то в Европе или в Америке, и они не являются новообращенными в ислам, чтобы тут иметь какие-либо сомнения. И говорит, над этими мушриками уже установилась худжа. И говорит, азир не имеет права сомневаться. Азир не имеет права сомневаться. И этот азир сразу становится мушриком. И это является истинным мнением. Потому что азир из-за чего оправдывает? Из-за чего оправдывает азир? Что говорит азир? До него не дошел Коран. Коран есть. Читают Коран. Есть переводы Корана. Читают, и несмотря на это предаются товарищей Аллаху. Поэтому говорит, что азиру сразу выносится такфир. И спрашивающий еще раз повторяет вопрос, говоря, а если он живет в пустыне? Мушрики, которые живут в пустыне, или новообращенные в ислам, или же живут среди кафиров, шейх говорит, этот вопрос не касается основы религии. Поставьте слова шейха. Этот вопрос второй вопрос. Мы сколько раз вам говорим, что азири, когда говорят, мушрики имеют оправдание. Они имеют оправдание в трех случаях. Если они новообращенные в ислам, или же жили среди кафиров, или же в пустыне. Эти азири, джахили, не поняли, что этот вопрос, эти три случая, когда дается оправдание, это не в вопросах основ религии. Этот вопрос второстепенный. И мы сказали, что это вопросы ад-захира. Или говорят вопросы ам. Или вопросы ма'лумату мин ад-дини бид-дарура.
обязательные от религии, или говорят вопросы ахкамов, или вопросы захира, или ауама, или ам. Этим известны. Это из этого раздела. Например, вопросы молитвы, вопросы поста, хаджа или недозволенность некоторых вещей. Если человек новообращенный в ислам не понял дозволенность некоторых вещей, или человек принял ислам, но никто ему не объяснил про намаз, или человек принял ислам, но не слышал о посте, и так ходил без намаза и поста, или пил спиртное, до него не дошел аят Корана, он был в пустыне, или же новообращенный в ислам, или же жил среди кафиров. И такого мы до тех пор, пока худжа не дойдет до него, мы не будем выносить такфир из-за того, что он считает дозволенным спиртное, или говорит риба халяль, то есть ростовщительство, или же что он не читает намаз. Почему? Потому что он жил в пустыне, или был среди кафиров, или же был новообращенный в ислам. Но если кто-то в этих вопросах захира, будучи среди мусульман, скажет что-то запретное, что оно халяль, то такой является кафиром. Он не имеет права говорить «я не знал». Это касается вот этих вопросов. Эти 3 случая, когда живет в пустыне и так далее. Это не касается вопросов основы религии. Тот, кто сделал ширк, является мушриком. Но тот, кто оправдывает мушриков, которые живут в странах мусульман, то такой азир, если не выносит такфир, то сразу автоматически становится кафиром. Поэтому говорит шейх, что над этими мушриками худжа была установлена. Но если мушрикам, которым не было установлена худжа, например, говорят, что живут в пустыне, или жил в Африке, и так далее, или мушрики, которые среди кафиров, и им не дошла худжа, то есть довод, и они сделали ширк, они являются мушриками. Но если один азир будет их оправдывать и скажет, что я не могу выносить им такфир, они мусульмане, они говорят «Ля иляха илля-Аллах», они не знают, то шейх Фулейдж говорит, в этом положении мы такому азиру перед вынесением такфира. Это мадхаб Фулейджа. Перед тем, как такфирит азира, то есть того, кто оправдывает мушриков, мы докажем, что до того мушрика, которого он оправдывает, дошла худжа или нет. Если выяснится, что до мушрика дошла худжа, то азиру выносим такфир. Если не выяснится, то мы не такфирим азира, так как он имеет шубху. Поняли? Вот теперь ставьте слова шейха. لعله جاهل ومثله يعذر بالجهل مثله يعذر لكن شخص والله في بلاد القرآن يسمع صباح مساء وهو يدعو الأموات ويستغيث بهم إن هناك فرق بين الاستغاثة بهم ودعائهم بين سؤال الله بهم أو سؤالهم يسأل الله له هذا عنده شبهة. Чуть промотайте назад, где шейх говорит, что он оправдывается. Много промотали. Ставьте тут. في كلتا الحالتين نفس المعاملة؟ لا يختلف. إذا وقع شخص الشرك الأكبر في بلاد المسلمين والقرآن يتلى ويسمعه هذا الحجة قائمة عليه. خلاص. ما في إشكال. لا يجوز. يشرك بالله هذا ما يتوقف فيه. والذي يتوقف في تكفيره؟ نقول أنت كافر مثله. إيه صلى الله عليه وسلم. تمام مع كافر. لأن هذا الأمر مجمع عليه الآن. Шейх говорит, первый случай, мушрики, которые живут в стране мусульман, у них есть Коран, читают Коран, над таким довод был установлен. Такие являются мушриками и кафирами. А те, кто останавливается в такфире таких, и ученик шейха говорит, разве мы останавливаемся в такфире такого? Что скажем тем, кто оправдывает таких? Шейх Фулейдж говорит, над азиром не останавливается. Азир, который оправдывает мушриков, которые среди мусульман, и не выносит им такфир, то такой становится кафиром. Азир, который оправдывает мушриков, которые живут среди мусульман, сам азир становится кафиром. Это первый вид. Второй вид, ставьте слова шейха. مثل لو قال واحد شرب الخمر بلاد المسلمين ولم يكفر يقول جاهل، نقول هذا ما في جهل، هذه مسألة معلومة الدين بالضرورة، ومن لم يكفر فهو كافر. لكن متى يعذر؟ قال لعله جاهل ومثله يعذر بالجهل مثله يعذر لكن شخص والله في بلاد القرآن يسمع صباح مساء وهو يدعو الأموات ويستغيث بهم إن هناك فرق بين الاستغاثة بهم ودعائهم بين سؤال الله بهم أو سؤالهم يسأل الله له هذا عنده شبهة. واضح؟ فأما من يخاطب الأموات يقول اغفر لي وارحمني ويسأله الرزق والولد صريحا ثم يأتي هذا وهو يعمل يقول هذا وبين المسلمين يقول أنت هو كافر وأنت تكفر فأنت كافر. لا ما في شبهة الآن. الآن شفنا اللي يذكرون دائما الفقهاء قديما
من عاش في بادية بعيدة. И шейх еще раз повторяет этот вопрос, и перед повторением говорит вопрос спиртного. Например, один находится среди мусульман и говорит, спиртное дозволено. И кто не вынесет такому такфир, тот сам является кафиром, говорит шейх. Тот, кто сказал спиртное дозволено, тот кафир. И тот, кто не такфирит того, кто сказал спиртное дозволено, то он тоже кафир, так как он находится среди мусульман. И этот вопрос «Мас'алату минад-дини бид-дарура» из вопросов обязательное из религии. Сделал харам дозволенным, кто не вынесет такфир такому, то он тоже является кафиром, так как он живет среди мусульман. И снова возвращается и говорит, что среди мусульман, то есть в стране мусульман, где есть Коран и Сунна. Но некоторые люди считают себя мусульманами. Эти мушрики поклоняются могилам и делают истигату у могил, делают дуа и просят у них, и говорит, что нет разницы между просьбой истигата и дуа. Это все одно и то же. Все это является ширком акбаром. И они читают Коран и читают Сунну, читают Коран. Над такими довод установлен, говорит шейх. И азир, который оправдывает таких, мы говорим, конечно, те, кто сделал истигату и ширк, они кафиры. А азир, который останавливается в такфире таких, то он тоже кафир, говорит. И теперь ученик шейха Фулейджа начал задавать вопросы. В этих трех случаях, которые мы сказали чуть ранее, тот, кто живет в пустыне, или кто новообращенный в ислам, или жил среди кафиров. И послушаем, что говорит шейх Фулейдж на это. Бисмиллах. غير أصل الدين ينطبق على بعض البلدان مثل أوروبا وروسيا. لا إشكال، لكن في غير أصل الدين الذي يذكر هؤلاء في المسائل الظاهرة ليس بأصل الدين. لا نطرد هذه. Да, остановитесь. Этот вопрос, в котором говорит, что он живет в пустыне, или вопрос только принявшего ислам, или вопрос, что жил среди кафиров в Европе или в Америке, как говорит его ученик, шейх Фулейдж повторно говорит, это не в вопросах основы религии. Этот вопрос не имеет отношения к основам религии, что в трех случаях человеку невежество является оправданием. Эти три случая не имеют отношения в вопросах основ религии. Это касается вопроса лахира. Мы сказали вопрос лахира, как намаз, пост, хадж, закат, или вопросы запретность, которого явно как риба, зина, но зина является явным в любых религиях, как риба, спиртное, азартные игры и так далее, баракаллаху фикум. В этом вопросе что? В этих вопросах, то есть в трех случаях джахиль оправдывается по невежеству. В трех случаях, но не во всех. Но если он среди мусульман, то такой является кафиром. И тот, кто не считает его кафиром, то он тоже кафир. Поставьте слова шейха. ما يعذر بجهل أبدا في أصل الدين، ما يعذر. قد لا يعني نقيم عليه الحكم من جهة الدنيا ولا نحكم عليه في الآخرة إذا كنا نمنع الحجة بلغت، لكن من جهة الاسم ومعاملة في الدنيا فهو كافر مشرك. Остановитесь. То есть шейх говорит, никогда в вопросах ширка акбара и куфра акбара невежество не является оправданием никогда. Невежество не является оправданием. Да, говорит, в некоторых случаях, может быть такие случаи, что даже если мы называем его кафиром в этом мире, но хукм куфра мы не предпринимаем над ним. Или же не даем ему хукм, что он будет вечно в огне. Даже если говорим, что он кафир, но не даем хукм, что он будет вечно в огне. По причине того, что может некоторым мушрикам не дошла худжа. Мы говорим, что если мушрику не дошла худжа, то хукм не предпринимается над ним. И мы не говорим, что он будет вечно в огне, а говорим, что он будет испытан. Но это говорит тогда, когда доказано, что худжа не была установлена над ним. Но если до кого-то дошел Коран, посмотрите, что шейх говорит. Тот, до кого дошел Коран и читает Коран, и его язык арабский, или же другой, и есть переводы Корана, то над таким довод был установлен, и он является кафиром. И такой будет вечно в огне, если умрет на этом. Да, ставьте слова шейха. لا ما جاهل هو مثله جاهل في الدنيا كافر مشرك حكم مشركين في الآخرة يقول لا يدخل النار حتى تبلغ الحجة. لكن في قولات في الآخرة. كيف؟ هناك من قال يعني أنه حتى في الآخرة يعني إذا وقع ما دام أنه وقع في الشرك في الآخرة. إيه عاد هناك بعض يقول الحجة قائمة أصلا. الإشكال خلاف هل الحجة هل هي قائمة غير قائمة بس.
هناك من يرى أن الميثاق هو الحجة، الميثاق الفطري. تطبيق. У шейха спрашивает его ученик, если кто-то в этом мире стал кафиром, разве мы сразу скажем, что он будет вечно в огне? Шейх перед этим отвечал, что нет. И тут тоже шейх говорит нет. Если кто-то стал кафиром в этом мире, сделал ширк акбар или же куфр акбар, и был джахилем, до которого не дошел довод, то есть Коран не дошел до него, мы не говорим, что он будет вечно в огне ада, а наоборот говорим, что ему будет доведен довод. Аллах доведет до него довод. Ученик шейха говорит, разве в вопросах ахирата, не в этом мире? В этом мире по единогласию ученых тот, кто сделал ширк, является мушриком. Довод дошел или не дошел, в этом нет разницы. Если довод дошел до него, то он будет вечно в аду. Но если же кто-то стал мушриком в этом мире, но не дошел до него довод, мы говорим, что в ахирате тот, кто является мушриком джахилем, в ахирате. Есть ли другое мнение о положении такого, кроме ваших слов, или нет? Другие ученые говорили что-то другое или нет? Мы говорим, что в этом вопросе ученые имеют и другие мнения. И даже некоторые ученые говорят, что все мушрики будут вечно в огне. Шейх Фулейдж говорит то же самое, так как это слова – это наш манхадж. И манхадж шейха тоже такой же. Наш источник является этим источником. То есть источник, от которого мы берем знание, это Коран и Сунна в понимании салафов. И манхадж любого ученого сунны то же самое. Если идти по манхаджу, то все на одном. И в конце концов шейх говорит да. Есть и другое мнение. Есть ученые, которые говорят, второе мнение, каждый мушрик, который умер, невозможно его вхождение в рай, или испытание, или доведение довода. Даже если допустим, что будет испытан, говорит, что он не пройдет испытание. И эти ученые говорят, что каждый, кто умер, будучи мушриком, будь он джахилем, до которого не дошел довод, или дошел довод, он будет вечно в огне. И эти ученые – это ученые салафы. И они говорят, и много других ученых. И они говорят, что завет, то есть договор, является доводом. Шейх Фулейдж хафидахуллах говорит, что завет, то есть договор, который взял Аллах, это довод. Эти ученые говорят, что договор, то есть завет, который взял Аллах от людей, это и есть худжа, то есть довод. Да, ставьте дальше слова шейха. لأنه يقول الحجة قائمة بالميثاق الفطري، وهذا قول غريب. هذا قول من القول. هل سبقه أحد؟ هذا قول معتزلي. معتزلي يقول بهذا القول. كأن الحازمي كذلك يقول بهذا القول، وهو يستدل بالقول لابن القيم. الحازمي أحمد عمر علي أبو عمر الحازمي عنده مسألة أن أصلا هذا الذي وقع في الشرك ويقول هذا كافر، ومن لم يكفره هو كافر. هو يستدل بقول. Остановитесь. Тут шейх входит в вопрос Аль-Хазими. Говорит, что это мнение гариб. То есть то, что мы говорили, что мушрик не будет испытан в судный день, а будет вечно в огне. Шейх говорит, что это мнение гариб, то есть чуждое. Это мнение му'тазилитов. Конечно, кроме му'тазилитов есть другие ученые, которые сказали эти слова. Но да, это слова гариб. То есть эти слова чуть слабые. А сильное мнение, правильное мнение, что будет испытан те, до кого не дошел Коран и не дошла Сунна, и он сделал ширк, то он мушрик в этом мире, а в судный день будет испытан. Если пройдет испытание после доведения довода, если пройдет испытание, то будет в раю. Если не пройдет испытание, то будет в огне. И это приводится в аяте Корана ясным образом. Как Аллах говорит, мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. И также мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. И после этого говорит его ученик, что Ахмад Умар Аль-Хазими говорит такие слова в этом вопросе, что будет вечно в огне и не будет испытан. Шейх Фулейдж говорит о Ахмада Умара Аль-Хазими. В основе тот, кто сделал ширк, и тот, кто его оправдывает, то есть адир, они одинаковые. Или что-то такое. Сейчас послушаем. Бисмиллах. هم وحميرهم وجهال كلهم في النار. هذا هؤلاء في أصل الدين الطبقة 17 عندما يكون قيم الطبقة 17 قال هو الذي جهل إعراض إنما يقول وجدنا بعيوننا على ذا مقتدون. قال هؤلاء هم حتى ذكر حميرهم ودوابهم في النار من باب ايش؟ المبالغة. ومراد ابن القيم أن هؤلاء وقعوا في أصل الشرك
والحجة قائمة عليهم، بلغتهم الحجة، بلغتهم الحجة. الكلام بمن لم تبلغ الحجة فقط. هذا ليس في أهل الفترات. هؤلاء بلغتهم الحجة، ما في فترة الآن، هؤلاء بلغتهم الحجة. وابن القيم يقرر أن الذين لم تبلغ الحجة هم يمتحنون. بنفس الكتاب طبعا ذكر أيضا، وذكر الحديث الدال على ذلك، الذي مات ولم تبلغ الحجة. حديث أنس وحديث أسود السريع وحديث أبي هريرة أنه يمتحن في عرصات القيامة. فالذي لم تبلغ الحجة هذا من جهة أحكام الآخرة يتوقف فيه. لأن حتى من النجدية كلهم يقولون بأنه في الآخرة يعني يمتحن ما بلغ الحجة، بيتفقون على هذه. بل بعضهم يطرد حتى مسألة العلم الجهل في أصل الدين في من نشأ بلد بعيدا، وهذا ما نسميه تقعيد، لكن هو عندهم بعض تلاميذ الشيخ عند خلط في هذه المسألة، فمرة يقرر هذه مرة يقرر هذه. أصبح عندنا إيش؟ مثل الشيخ بابطين ذكر مرة أن من الموانع أن يكون ناشئ بلد بعيدة حتى في أصل الدين. وفي غيرها ابن معمر له كلام صريح أنه يقول أنهم في الآخرة يعني يمتحنون. هذا من نشأ بلد بعيدة. حين بالإسلام. حين نقول ما في إشكالك، ما يسمى إذا عذرت للجهل سميته مسلم. لا هو يقول نحن نسميه مشركا. حين نقول ما في إشكال، إذا كنت يعني توافقنا في هذه الأسماء في الدنيا ما تصبح في خلاف، حتى ولو عذرت للجهل بالنسبة لكون الناس بلاد بعيدة وحيد عدم الإسلام. لكن المصيبة مع من يسميه مسلم، هذه المصيبة بس. حتى يعني الآن يجيب قد يكون له شيء من الغلو الآن، يعني قوم يعني وصلوا إلى هذه المرحلة يقولون أنت حتى المشرك الذي وقع في الشرك الأكبر وكان معذورا مسلم. وإذا قلت أنه يمتحن في يوم القيامة وأنت كافر مشرك. أعوذ بالله، هذول غلاة هو لا كفرون. Баракаллаху фикум. То есть шейх разъясняет этот вопрос и говорит, что некоторые ученики шейха Аль-Хадими ошиблись, сказав, что мушрики, которые живут в пустыне, что они оправданы по невежеству. И говорит, когда ты сказал, что невежество является оправданием, то ты назвал мушрика мусульманином. И это беда. Это великая беда. Чтобы говорить, что невежество является оправданием, и называть их мусульманами. Баракаллаху фикум. И в конце концов, альхамдулиллах, слова шейха Фулейджа хафидахуллах ясные, как в вопросе Адира, так и в вопросе мушрика. И мы говорим альхамдулиллах, что Аллах даровал этой умме таких ученых, такие ученые не одни, а их тысячи. Но, к сожалению, наш народ в неведении от таких ученых по причине языка. Это во-первых. Во-вторых, наш народ остались в неведении, потому что адири прячут таких ученых, скрывают. Как иудеи прятали имя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они также прячут. И даже не говорят их имена народу, а говорят только своих ученых. Аллаху аль-муста'ан. Пусть Аллах хранит всех вас. Хафидакум Аллах, ва ра'акум, ва баракаллаху фикум.